Эфир телеканала продолжаем выпуском новостей. В студии Василий Раченко и коротко о главном к этому часу. Почти 450 многоквартирных домов капитально отремонтируют в этом году в Якутии. Большая часть из них – это деревянный фонд. Экологи проверяют сообщения о незаконном автозимнике на территории оленьих пастбищ в Кобяйском районе. За особые успехи в промышленности, здравоохранении, науке и образовании в Нерюнгри подвели социально-экономические итоги года. Якутия получит более 40 миллионов рублей на гранты главы республики. Об этом сообщил руководитель региона. Конкурс на гранты президента Российской Федерации на поддержку некоммерческих, неправительственных организаций среди регионов проходил впервые. Максимальный размер гранта должен был составить 150 миллионов рублей. Якутия вошла в число субъектов, получивших наибольшие средства. В прошлом году гранты получили 43 проекта на общую сумму более 56 миллионов рублей. Это проекты по поддержке адаптивных видов физической культуры и спорта, охране окружающей среды и защите животных, деятельности в области культуры, искусства, содействию духовному развитию личности. Почти 450 многоквартирных домов капитально отремонтируют в этом году в Якутии. Восстановлению подлежат 1500 конструктивных элементов на общую сумму 3 миллиарда 32 миллиона рублей. Большую часть домов деревянные, из них 253. Ранее в фонде капитального ремонта многоквартирных домов состоялось более 6 тысяч зданий, а проценты по жилому деревянному фонду были значительно выше. Сейчас проводится достаточно много работы по обследованию деревянного жилого фонда. Часть из них признается аварийными или нецелесообразными для проведения капремонта, отметили в организации. Полную вакцинацию от COVID-19 прошли более 25 тысяч якутян. Это число тех, кто получил оба компонента. Первую часть вакцины получила в 2 раза больше – 51 тысяча человек. В том числе за сутки 1230. По состоянию на 4 марта в Якутию поступило всего 56,5 тысяч доз. Из них использованы более 90%. 40 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. По информации регионального оперштаба, в Якутске 28, в Мирнинском районе 4, в Нерюнгринском и Тампонском по 2, также по одному заболевшему в Алданском, Кобяйском, Усть-Алданском и Вено-Бытантайском районах. Новые операционные столы для Мирнинской центральной больницы закупила компания РНГ. В начале января оборудование доставили в алмазную столицу, столы медики опробировали и уже используют. О том, как нефтяная компания помогает местному здравоохранению, Анна Винокурова. Вот. Да, то есть вот так. Если, например, операция здесь где-то, так будет достаточно удобно. Онколог Мирнинской центральной районной больницы Ирина Даненко тестирует новый операционный стол. Медик признается, что от качества оборудования может зависеть исход манипуляции. А здесь, в так называемой чистой операционной, они проводятся ежедневно. В начале года 4 новых операционных стола мирнинским медикам подарила компания РНГ. В последний раз в МЦРБ их обновляли 20 лет назад. Предыдущий наш стол, не столы, а один стол, стол, который был, да, он был вот без раздвижных конструкций. Также он был механический, вот, что в принципе очень удобно. Здесь можно проводить различные манипуляции, так же как на руках, на ногах, потому что и для ног также специальные подставки, которые вот так разъезжаются, не буду сейчас уже показывать. И то есть на ногах также хирурги наши могут делать различные манипуляции. В Мирнинскую больницу экстренных больных доставляют со всей Западной Якутии. Новые столы, которые предоставила компания РНГ, эксплуатируют для плановых и экстренных операций, перевязок, также в родильном доме. Когда операционные столы вышли из строя, МЦРБ обратились в компанию РНГ. Нефтяники за пару месяцев купили и доставили новое оборудование. Очень быстро доставили, мы даже сами не ожидали, обычно это бывает 2, 3, 4 месяца, тут они пришли, и мы их установили, и сейчас очень активно, ну, уже пользуемся, и оно уже приносит пользу. Очень отрадно, огромное им спасибо, что они нам помогают, и мы, благодаря им мы решили очень много проблем, которых мы не могли решить годами. В акционерном обществе есть специальная программа РНГ медикам. С марта прошлого года МЦРБ получила от нефтяников 16 прикроватных мониторов, мобильный бокс
капсулу для транспортировки больных, аппараты искусственной вентиляции легких, ультрафиолетовые облучатели рециркуляторы воздуха, оборудование для размораживания плазмы, а также несколько партий средств индивидуальной защиты медиков. Социальная программа РНГ медикам по итогам прошлого года была отмечена Всероссийской премией «Медиатек». Проект занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что общие усилия помогли выстоять в непростых условиях. 2020 год показал, социально ответственный бизнес способен помогать и оперативно реагировать на потребности региональной системы здравоохранения. Компания РНГ планирует продолжать благотворительную программу. Анна Винокурова, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Экологи проверяют сообщения об обустройстве автозимника на территории оленьих пастбищ. По словам представителей общины Эвенов-Себян, недропользователи проложили проезд в Кобяйском районе. Кроме того, были затронуты водные объекты на местах традиционного пользования общины. Для проверки сообщения на место выехала комиссия в составе сотрудников Минэкологии и Минсельхоза, а также глава местной администрации. По итогам проверки было установлено, что с населенного пункта Себян-Кёль в сторону гор действительно обустроен автозимник, который проложен через водный объект и оленьи пастбища. При пользовании водным объектом для обустройства линейных дорог по статье 11 Водного кодекса не требуется получать разрешение. Но если идет изменение дна и берегов, они обязаны получить решение на пользование водным объектом. Сейчас на данный момент мы работаем с документом, запрашиваем, кто получал, кто не получал. Еще при осмотре действующий зимник только виден. А по словам заявителя, там несколько дорог, потому что там горное место метет, и каждый раз они делают разные дороги, и поэтому как бы она шире, но на данный момент она не видна, она находится под снежным покровом. Поэтому вместе с заявителем было решено повторить выезд в августе месяце. Грузоподъемность повысили на автозимнике Хамрапе-Ледуй в Якутии. Минтранспорта региона сообщает, что с сегодняшнего дня, 4 марта, переправа Умнас в Ленском районе теперь допускает авто весом до 30 тонн. Грузоподъемность повышена на основании актов контрольной проверки. В Нерюнгри состоялось торжественное подведение итогов социально-экономического развития района. Далее в сюжете. Ежегодное торжественное мероприятие «Итоги года» – это повод вспомнить достижения нерюнгринцев, которыми может гордиться весь район. Есть люди, которым можно смело поручить любое дело, и они выполнят все именно так, как необходимо. Именно такие люди присутствовали в зале. За их труд, за потраченные усилия, за мастерство прозвучали слова благодарности. Поэтому вот разрешите мне сегодня от имени всего Нерюнгринского района, несмотря на все ограничения, которые есть с этой пандемией, вас поприветствовать в этом зале, поздравить вас всех с вашим достижением, с вашими показателями, с нашими показателями, пожелать вам успехов, здоровья. И я надеюсь, что в скором времени мы будем жить полноценно, без каких-то ограничений и показывать результаты, те, которые нам нужны. Спасибо. Самые достойные нерюнгринцы получили нагрудные знаки, почетные звания, грамоты, благодарности и благодарственные письма. В их числе медработники, педагоги, промышленники, общественные деятели, представители СМИ и руководители. Мне было очень приятно сегодня быть на таком торжественном мероприятии, получить такую заслуженную награду. В Нерюнгринском районе, конечно, это очень приятно то, что людей ценят и, как говорится, уважают, да? Большое спасибо, конечно, нашему правительству, что не забывают, что ценят наш труд медицинских работников. Знак почета – это государственная якутская награда. Я ее получил не просто там, как ветеран силовых структур. Я первостроитель в этом городе, у меня послужной список 1977 года. С этими высокими наградами мы вступили в новый 2021 год. А это новые планы и новые свершения на благо района, республики и всей России. Напомним, что этот год объявлен годом науки и технологий в России, годом здоровья в Якутии и годом пожилого человека в Нерюнгринском районе. Пусть в этом году нерюнгринцы покажут еще более эффективные результаты и достигнут новых высот. Ирина Кичигина, Вадим Барашков, Нерюнгри. Спасатели Якутии отработали навыки, необходимые при возникновении ЧС. Так, тренировки прошли по беспарашютному десантированию в рамках подготовки к паводковому сезону этого года.
Оно происходило с помощью специальной спасательной веревки с макета вертолета Ми-8, для того, чтобы во время стихийного бедствия быть готовыми к экстренным ситуациям. Профпроверку навыков прошли и водолазы службы спасения. Это рекомпрессионная камера, она служит для тренировки водолазов, к привыканию их к работе на большой глубине, до 60 метров. Вот. Плюс они здесь проходят у нас лечебную рекомпрессию. При наших небольших глубинах, на которые мы ныряем, то случается насыщение все равно организма азотом, вот, и остается остаточный азот. Так вот, для того, чтобы удалить этот остаточный азот из организма, мы, водолазов, здесь проводим им именно лечебные декомпрессии. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.